Здравствуйте, вечерний эфир ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Рамиль Галиуллин. О самых резонансных происшествиях дня в ближайшие 10 минут. Сегодня мы расскажем о погоне за 25-летним водителем в Казани. Я тоже спал. Просыпаюсь, тут все уже пил. Легковушка уходила от преследования 15 километров. Покажем, какой приговор вынесли Надежде Захаровой, обвиняемой в убийстве родного брата. Я не согласна с приговором. Также в этом выпуске об обрушении снега с крыши, едва не обернувшейся трагедией. Все это прямо сейчас. Погоня за Митсубиси закончилась авариями в Казани. Сотрудники ППС заметили иномарку около СНТ «Березовая роща». Ее хотели остановить, однако 25-летний водитель нажал на педаль газа и хотел скрыться. По городу объявили план перехват. Легковушка уходила от преследования больше 15 километров. В салоне иномарки находились 4 мужчин из Марий-Эл. Пассажиры делали вид, что не понимают, почему за ними гнались патрульные автомобили и за что на них надели наручники. Я тоже спал. Просыпаюсь, тут все уже пил. Водитель просто напугался. Однако водитель все же признался, он скрывался от полицейских, потому что не имел права ездить за рулем и не получал водительского удостоверения. На трезвых сотрудников не остановились. Просто бесправно. Сотрудники ППС заметили Митсубиси около садового товарищества «Березовая роща». Было около 9 вечера, и иномарка вызвала подозрения. На требование полицейских остановиться 25-летний водитель нажал на педаль газа. За ним гнались 15 километров. Задержали только после того, как на перекрестке Оренбургского тракта и Баки-Урманче легковушка протаранила сначала ограждение, затем автомобили «Черри» и «Лексус». И на этом череда столкновений не закончилась. Водитель включил заднюю передачу и протаранил патрульный автомобиль. Потом в меня, потом задом в Лексус. На место тут же стянулись несколько экипажей полиции и Росгвардии. Водителей и 3 пассажиров задержали и доставили в отдел. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, а также 5 протоколов об административных правонарушениях. Иномарку отправили на спецстоянку. За езду без прав водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Также ему предстоит восстановить разбитые автомобили и городское имущество. Нафиса Минязова, Анвар Шерифуллин, вызов 112. Автоледи не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и погибла после столкновения с грузовиком. Трагедия произошла в Елабужском районе. Женщина управляла автомобилем «Черри». Как сообщают автоинспекторы, несмотря на опасные погодные условия, она ехала по трассе на большой скорости, и это привело к заносу. Столкновение с многотонником было такой силы, что дверь кроссовера впечаталась в грузовик, а иномарка вылетела с проезжей части. От полученных травм водитель скончалась до приезда медиков. «Мерседес» вылетел в кювет после столкновения с «Лада Ларгус». Авария произошла в Лаишевском районе. Отечественный автомобиль ехал со стороны аэропорта в сторону Столбищ. Выехал на встречку и протаранил иномарку. Предполагаемый виновник и пассажиры кроссовера пострадали. Их доставили в больницу. В отношении водителя «Лады» начали административное расследование. В обстоятельствах произошедшего разбираются автоинспекторы. Сегодня Верховный суд вынес приговор Надежде Захаровой. На основании вердикта присяжных женщина признана виновной в убийстве родного брата. Он был инвалидом 1-й группы. С детства Надежда ухаживала за ним. Жили вместе в Кайбецком районе. По версии следствия, Захарова задушила брата. Что показала судмедэкспертиза? И признает ли свою вину подсудимая? Репортаж Алены Струминской. В детстве я ухожу за ним. Мама сказала его не бросать, когда жива была. В зале суда 60-летняя Надежда Захарова еле сдерживала слезы. Утверждает, брата она любила и не хотела причинять зла. По ее словам, в тот день, 8 марта, он упал и начал задыхаться. Она растирала ему грудь. Следствие считает, Надежда задушила брата. Вы рассчитывали на поддержку присяжных? Разумеется. В начале декабря суд присяжных признал Надежду Захарову виновной в убийстве брата, 56-летнего Виктора. Он был инвалидом 1-й группы, проживали вместе с сестрой в Кайбецком районе. По версии следствия, Надежда не только задушила брата, но и оставила лежать его на полу до приезда скорой, которую сама же вызвала. Судмедэксперт, проводивший вскрытие, эту версию подтвердил. На теле были следы давления на шею и синяки.
Захарова совершила убийство путем сдавления руками органов шеи родного брата, заведомо для нее находившегося в беспомощном состоянии, так как он являлся инвалидом первой группы, был недееспособным. На судебных прениях гособвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 3 месяца. Каким-то монстром она не является, иначе с ней соседи бы детей не оставляли. Защита не согласна с квалификацией дела. Его рассматривали по статье «Убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Адвокат Даниил Коротков настаивает, если Надежда и виновата в смерти брата, то совершила преступление ненамеренно. Он попросил обратить внимание на здоровье подзащитной. Она сама является инвалидом второй группы, причем инвалидом второй группы она является с юных лет. В самих материалах дела имеется заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой моя подзащитная в полной мере не могла осознавать характер своих действий и руководить ими. Сегодня в суде прозвучало последнее слово Надежды Захаровой. Вину она не признала. После суд огласил приговор. 12 лет колонии общего режима. На него женщина отреагировала эмоционально. Я не согласна с приговором. Я прошу вас честь. Понятно. В течение 3 суток. Сторона защиты с приговором не согласна. По словам адвоката, они хотели бы, чтобы дело переквалифицировали и рассматривали его по статье 109. Это причинение смерти по неосторожности. Собираются подавать апелляцию. На это у них есть 15 дней. Алена Струминская, Данил Филатов. Вызов 112. Мужчина погиб на пожаре в Алькеевском районе. Частный дом загорелся в селе Старое Алпарово. Огнеборцы ликвидировали пламя на площади 40 квадратных метров. Во время разбора конструкции они нашли тело хозяина. Предварительно известно, мужчина мог оставить печь без присмотра, откуда и началось возгорание. А в Нижнекамске загорелась квартира в одном из домов по улице Мира. Из зоны задымления пожарные вывели женщину с ребенком. Никто не пострадал. Не оплатила штрафы ГАИ и осталась без своей иномарки. Автоинспекторы остановили БМВ в авиастроительном районе Казани. Решили проверить документы женщины и обнаружили, что у нее 120 неоплаченных штрафов на 120 тысяч рублей. На место вызвали приставов, которые планировали арестовать автомобиль. Однако женщина пыталась им помешать. Она закрылась в салоне иномарки. Сдалась только спустя несколько часов. Машину все же погрузили на эвакуатор и отправили на спецстоянку. У женщины есть 10 дней, чтобы закрыть долги. Если она не успеет за это время, легковушка будет отправлена на торги. Упавшая с крыши многоэтажки глыба снега едва не засыпала жителя Альметьевска. Случай в одном из домов на улице Зарипова зафиксировала камера домофона. На кадрах видно, как снег падает на крыльцо подъезда. В этот момент к дверям идет житель. Если бы снег упал несколькими секундами позднее, могла бы произойти трагедия. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Рамиль Галиуллин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.